национальном парке Юга-2 закрыли лавиноопасные туристические маршруты. Теперь зимой и весной на территории нацпарка запрещено посещать склоны гор на снегоходах и лыжах. Из-за этого оказались недоступны многие маршруты, которые пользуются большой популярностью среди туристов. Причина – трагические события прошлого года, когда погибли туристы из Перми. Как подобная мера безопасности повлияет на туристический бизнес Коми, выяснил Павел Королев. Апрель прошлого года. В 100 километрах от Печоры, в районе базы Озерная, огромная лавина накрыла всех туристов из Перми, которые передвигались на снегоходах. Шансов выжить у них практически не было. Но одному из мужчин все же удалось выбраться из снежного плена. Он попытался помочь товарищам, но было уже слишком поздно. 2 из 3 участников группы погибли. При этом трагедии никто не ожидал. Как отмечают в Спаскоме, последний раз такой инцидент с лавиной фиксировали на приполярном Урале почти 15 лет назад. Да и участок маршрута пермских туристов проходил по равнине. Это было равнинное место, то есть ширина долины в этом месте около метров 400, наверное. То есть и предположить, что там находится лавина, это невозможно. То есть, чтобы увидеть такую лавину, нужно было сделать облет при помощи вертолета, чтобы было видно лавину и с той, и с другой стороны склона. Тогда можно определить, что здесь лавина опасна. В этом случае здесь просто стечение обстоятельств. Между тем, новость о перекрытии турмаршрута не на шутку взбудоражило туристическое сообщество. Бывалые туристы сетуют, запретить всегда проще, чем разбираться. Туристы иногда погибают. Запретим туризм. Браво! Непонятно основание. Люди гибнут на дорогах. Запретим ездить. Туристы погибали и летом в парке. Запретим сплавы, восхождения. Почему Следственный отдел города Печора это решает? Следственный комитет непреклонен. Расследование трагедии и экспертиза показали, турмаршрут небезопасен. Этот маршрут лавиноопасный. Проведенной экспертизой было признано, что с данных склонов, с данного участка довольно часто лавинные явления, но, к сожалению, учитывая, что не ведется никакая официальная статистика по этому вопросу отслеживать, а тем более прогнозировать лавиноопасные явления не представляется возможным. Тем временем опытный путешественник Сергей Семяшкин отмечает, такое решение может дорого обойтись турбизнесу. По нацпарку Юга-2 проходят самые популярные маршруты, которые уже давно спланированы. Что нужно сделать, в моем понимании, это национальному парку проработать маршруты, наиболее безопасные по своей территории, обозначить перевалы, через которые можно пройти, проехать. Соответственно, за снежной вот этой обстановкой лавиноопасной необходимо наблюдать. И в случае плохих погодных условий, которые могут привести к сходу лавины, либо закрывать их, либо очищать. То есть с этой территорией надо работать. Не просто, что она у вас существует где-то, и мы запретим вам, и нам будет жить спокойно. Люди все равно ведь пойдут туда. А до тех пор тургруппы просят искать более безопасные тропы и обходить опасные склоны стороной. Однако, как отмечают бывалые походники, подобные репрессивные меры эффекта не принесут, а лишь увеличат количество нелегальных групп. Ведь забор вокруг всего Уральского хребта не поставишь. Павел Королев, Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.